Добрый вечер, дорогие друзья. 16 мая, понедельник. На часах в Якутске 19:08. И вы смотрите в прямом эфире информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий». Программу для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Как всегда, по понедельникам в прямом эфире. Мы рады принять ваши звонки. Телефон, по которому можно дозвониться, 35 33 10. Вы его видите на своих экранах. Как всегда, мы будем рады общению с вами. Сегодня у нас в гостях руководитель администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Юрий Куприянов. Юрий Степанович, добрый вечер. Спасибо, что нашли время, пришли. Добрый вечер. Поводом для нашей встречи, Юрий Степанович, послужило то обстоятельство, что на днях, а именно 7 мая, исполнилось 4 года, как президент подписал свои знаменитые майские указы. Те самые майские указы, которые во многом регламентируют нашу сегодняшнюю жизнь. И регламентируют, может быть, слово не то, но вы меня сейчас поправите. Задают тон нашей жизни и делают Россию по-настоящему социально ориентированным государством. Ну, с кем, как не с вами, об этом говорить, на самом деле. Майские указы. У вас же они на контроле, если я не ошибаюсь. Да. Исполнение этих указов. Мы будем говорить про майские указы? Мы с них начнем. Давайте. Майские указы, я бы вот так акцентировал внимание на том, что это наша жизнь. Жизнь всей большой России. У нас появилось понятие «дорожная карта». У нас в администрации есть департамент, который занимается контролем всех исполнений тех решений, которые были приняты и на федеральном уровне, и на уровне нашего правительства, нашего главы. Все указы, которые были приняты, они касаются человека. Это наша жизнь, текущая жизнь. Президент страны, когда был избран, принял на себя ответственное решение, чтобы я хочу, чтобы и в каждом регионе, и в стране мы все работали на то, чтобы жизнь становилась лучше. Это касается всех. Детских садов, аварийного жилья, заработной платы. Есть индикаторы, которые вымеряет эта дорожная карта. Чем я вот акцентирую о том, что появление таких указов, они говорят, что вот есть дорога, дорожная карта, как она понятие тогда и появилась, по которой должны двигаться все. Мы все. Это не просто человек идет, это принимаются решения, которые достигают определенных индикаторов. Я искренне рад, что наша республика, одна из более 8 субъектов Российской Федерации, является почти одним из лидеров исполнения этих указов. И не потому, что у нас больше денег или больше возможностей, а больше потому, что каждый должен стремиться исполнять эти поручения для того, чтобы жилось лучше человеку. Юрий Степанович, вот вообще майские указы дают нам возможность охватить широчайший спектр уже узконаправленных вопросов. От, не знаю, от экономики это 596 указ, до демографии это 606 указ. Вот с демографии, пожалуй, и начнем. 12 апреля вы поздравляли республику с... Да, с рождением ребенка. С 962-м, да. Да. И попросил, кстати, маму. Я был 12 апреля в родительском доме, знаете, то не просто потому, что это было рождение такого, да, памятного человека, который 962-й. Это был день космонавтики в нашей стране. Да. Это было 55 лет, когда впервые Юрий Гагарин посетил космос, и это гордость нашей страны. Эта встреча была присуждена именно космосу, именно тому, чтобы родился мальчик. Я очень хотел, чтобы вот имя, которое я ношу, Юрий, дано мне матери, да, в 1962 году, в честь того, чтобы первый россиянин, первый гражданин Советского Союза тогда поднялся в космос. Это имя для нас же это делает гордость. И те, которые рождаются в апреле. Мы все по знакам, и зодиака, и по именам. Я хочу, чтобы этот парень, который родился в этот солнечный день, в день 55-летия космоса, Юрия Гагарина, чтобы носил тоже это имя. И у него будет дорога такая, открытая, хорошая, широкая, и человек будет идти уверенно. Я тоже хотел, пожелал ему, чтобы эта дорога была такой. Если мы уж коснулись демографии, то и майских указов, да, майские указы на самом деле нам помогают жить, на самом деле нам помогают и работать. Достигать определенных индикаторов же мы добиваемся не потому, что чеканим деньги, а потому что работаем. Работаем федеральным правительством по части изменений методик, усмотрений методик, для того, чтобы жизнь не становилась хуже. Хотя мы знаем, что какие кризисные явления стоят на дворе. Вы же это все знаем. Мы живем той жизнью, так же, как все. Все россияне, все люди, которые живут в мире. Мировой кризис тоже касается всех стран. Но при этом каждый человек или каждое человеческое общество имеет цели и задачи, к которым он движется, что-то делает, двигается. И вот это движение, оно не должно ухудшать то состояние комфортности жизни человеческой, семьи, рождения ребенка, которое дает повод для того, чтобы человек видел свое будущее. И то, что мы демографии касаемся, чтобы нас становилось больше, это на самом деле мы работаем над тем, чтобы было счастливое общество.
Мы же должны работать над тем, что человек, который родился, жил дальше. До рекламы еще пару слов, до того, как мы уйдем на рекламу, по поводу демографии. А что даст республике рождение миллионного гражданина? Это будет счастливое общество. Если короче ответить. Для того, чтобы нас становилось больше, мы должны рожать больше детей. Это счастье каждой семьи. И жить так, чтобы наши старшие деды, бабушки, матери жили с нами дольше. Правильно? Мы должны растянуть продолжительность жизни больше. И тех, кто рождается в сферу, чтобы никто не уходил из этой жизни, не пожив свою вот эту протяженность жизни. Это же задача и вперед, и задача дальше. Юрий Степанович, прервемся, а дальше продолжим после двухминутной рекламной паузы. Хорошо. Мы вновь в эфире. Я напоминаю, что в гостях у нас руководитель администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Юрий Степанович Куприянов. Мы продолжим. Вот демография теснейшим образом связана со здравоохранением, безусловно, совершенно. И один из майских указов гласит, цитата: «Обеспечить к 2018 году снижение младенческой смертности в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя до 7,5 на 1 тысячу родившихся живыми». Я почему об этом заговорил? Потому что в бытность вашу зампредом правительства Республики Саха-Якутия, а я буду делать такие экскурсы в недавнее прошлое, вы отвечали за всю социальную сферу, за социальную политику, и вам тогда удалось сделать что-то невероятное, резко снизить вот этот вот показатель в республике. И, кстати говоря, Якутия была первой на Дальнем Востоке, кто резко снизил вот этот уровень. Как удалось добиться? Я сразу поправлю, да? Это не мне удалось сделать чудо или сделать волшебно. Вам всем. Хорошо, да, Команде. вот я скажу, хочу, вот пользуясь экраном, то, что нас смотрят, я хочу сказать огромное, прежде всего, врачам, тем людям, кто стоит на границе здоровья нашего, и тех, кто рождается и приходит в свет. Это их огромный труд, это их подвиг. Ну, каждому по своим полномочиям. Конечно. Я тоже не буду стоять в стороне, потому что, когда назначили заместителем председателя правительства, и была такая поставлена задача, это же командная работа, большое правительство, как зампред, на самом деле, я не делаю операции и не хожу в больницу, да? Безусловно. Но при этом я спрашиваю, у меня есть возможности для того, чтобы принимать управленческое решение. И я, когда проводил селекторное совещание, ругался, кричал, может быть, там ставил какие-то задачи, но в целом я спрашивал каждого главу. Каждый месяц проводили. Спрашиваю: коллега, ты знаешь, сколько у тебя новых молодых людей или юных пришло в свет? Первый раз, когда селектор проводили, никто не знал, потому что он же был глава. А как они могут узнать? Да, он же не главный врач, и он не знал. Но в течение года, когда мы работали, каждый глава знал, сколько у него уже родилось ребят, которые пришли в этот цвет. И то есть мы подняли весь круг административных, организационных вопросов, чтобы участвовали все. Но у нас же были, слушали, да, у нас же были такие случаи, когда родители оставляли маленького ребенка на улице, потому что они выпивали. Был такой случай, я помню, Нервин говорит, что ребенок замерз, потому что родители были заняты, мягко скажем, спиртным. Да. Но все организационные меры, которые принимали, успели добиться за 2 и за 3 года сужения этих показателей. Знаете, вот этот промилле, который добивается на 1000 ребенков, оно не делается простой математикой. Это огромный труд большое количество людей. Конечно. Мы же покупали аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы дети, которые вот недоношенно родились или не перестали, они же чтобы жили. У нас вот сейчас спасали. цифры в республике меньше вот этого контрольного показателя? Да, если не ошибаюсь, они на контроле. Сегодня где-то 7,1 промилле, вот этот показатель, который республика держит под ним. Но мы тогда по тем сверкам, и этот большой коллектив, тогда Людмила Ильясовна-Вербицкая отвечала, и сейчас она отвечает, наверное, за детство у нас в Минздраве. И все врачи, которые работали, мы открыли даже службу новых врачей-неонатологов, да, которые у нас в Штатах не было. Это весь коллектив Минздрава, весь коллектив тех ребят, которые работали, приходили ко мне с предложением: Юрий Степанович, надо двигать эти проблемы, надо решать эти задачи, здесь увеличить финансирование, здесь открыть новые штаты, но вот здесь покупать новые аппараты, а здесь заставлять людей, чтобы они требовали это делать. Вот то, что будет заставлять людей требовать, например, как правительство, как один из руководителей правительства, я проводил эти селекторные совещания. Когда бывал в командировках, всегда мы посещали. Мы добились того, чтобы все были заинтересованы, чтобы новых людей, молодых, здоровых детей было больше. Здорово, что добились. Я думаю, что вот этот подвиг совершили наши врачи. Мы стояли не в стороне, мы были вместе. И мы принимали те решения, которые требовалось принять для того, чтобы действительно маленькие дети, которые приходили, не умирали. Задержимся в сфере здравоохранения на немного. Вот сейчас активно обсуждаются вопросы необходимости
обеспечения и поддержания первичной медицинской помощью, прежде всего районов Севера и Арктики. Было профильное совещание, и проводятся они в Комитете Государственной Думы. Ну, а вот что, по вашему мнению, помимо законов на законодательном уровне, которые будут приниматься, законопроектов, можно еще сделать для обеспечения медицинской помощью жителей Крайнего Севера? Санавиация, может быть? Да, хорошо. Это сложный, но процесс, который мы должны решить. Мы живем в одной большой стране, которая называется Российской Федерацией. Представляем, да? Мы занимаем огромную территорию Республики Саха-Якутия. И при этом, при принятии этих данных законов в Российской Федерации в системе здравоохранения не учтены такие параметры, как наши территориальные особенности. Мы сегодня, правительство, Государственное собрание Илтумен, глава республики работают над тем, чтобы эти поправки в эти законодательные акты были приняты для того, чтобы облегчить нагрузку своего бюджета. Сегодня правительство, глава республики приняли решение для того, чтобы жизнь на севере не становилась хуже, за счет собственных средств, собственного бюджета компенсировать эти затраты, которые выпадают в связи с действием этих федеральных законов. Да, это наша кровная задача, и в новом составе Государственной Думы, который будет избираться с 2016 года, ставить эти задачи, чтобы любой кандидат из нашей республики прежде всего бился за это для того, чтобы наш бюджет становился больше и лучше. Те затраты миллиардами, они заложены на то, чтобы мы никогда ни одной участковой больницы не закрыли. Это более чем 150 участковых больниц, где круглосуточные койки у нас предусмотрены. Вот это помощь. И санавиация оттуда ведь тоже вырастает. Если мы закроем эти койки, представляете, какие расходы будут на санавиацию для того, чтобы вертолетами и самолетами возить этих больных. Да. Это удар по бюджету такой. Это почти 10 миллиардов, по-моему, если не ошибаюсь. Суммы, которые озвучились, как бы имеется в виду расчетные, да? Но мы порядка чуть больше миллиарда тратим на санавиацию. Это наше достижение, это достижение государства в целом, для того, чтобы человек жил на самом деле. Если обобщать вообще, так вот обще брать подход к законодательству Российской Федерации в плане субъектов Федерации, в плане регионов, дифференцированный подход к регионам, он необходим? Да, конечно. Наша сила в чем? Не потому, что мы громко кричим. Наша сила в том, чтобы работать с правильной методикой, чтобы она была воспринята экономистами, финансистами на уровне федерации. Мы не хотим, чтобы за счет другого субъекта нам давали больше денег. Мы должны работать грамотно для того, чтобы экономика строилась в параметрах страны, в целом учитывая все особенности регионов. Правильно? Ну вот давайте про экономику чуть-чуть. Да, вот вопрос такой, подводящий нас к этой теме. Как сейчас достичь сбалансированности между потребностями в специалистах у предприятий и количеством и подготовкой выпускников СУЗов? Ну, если опять же оглянуться назад, вы занимали пост министра профессионального образования. Ну да, это такое счастливое министерство, кстати, оговорюсь. Это министерство, которое делает доброе дело для людей. Вы знаете, кто такой выпускник средней школы? Он человек, который выходит в большую стезю, широкую дорогу в жизни. Любой родитель, любая школа за то, чтобы человек продолжал дальше учиться. Он получил такую специальность, чтобы стал реальным человеком, специалистом, который нужен родной республике, нужен своей семье, нужен вообще для будущей жизни любого общества человеческого. Я думаю, что вот это министерство, которое у нас есть, которое продолжает традиции департамента, по которым, когда при Михаиле Ефимовиче еще был организован, подготовки кадров именно для республики, за пределами нашей республики. Сегодня ситуация немножко изменилась. У нас есть Северо-Восточный федеральный университет, который готовит высококлассных специалистов на нашей территории. Но при этом эти традиции сохранены по тем специалистам узкого профиля, направленности, востребованности центральных вузов. Это Томск, это Новосибирск, это Ленинград, Санкт-Петербург сегодня, это Москва, Владивосток, Хабаровск. Учатся наши дети, учатся наши якуты. И то, что вы спросили, баланс трудовых ресурсов, он необходим. Мы всегда работаем над этим. Работает Министерство экономического развития, работает Министерство труда, служба занятости. Сегодня эти полномочия переданы Министерству экономического развития нашей республики. Баланс трудовых ресурсов делается коллективным путем. Оттуда, исходя, делается общий заказ объема. Количество мест, это, если я не ошибаюсь по памяти, более 500 мест, которые мы готовим за пределами республики. Количество целевых мест специалистов, которые будут работать в сельской местности, в нашей республике, в Северо-Восточном федеральном университете, Якутской государственной сельхозакадемии. Это все учитывает эти вещи. Это тех, которые только готовятся. Но кроме этого есть еще трудовые ресурсы, которые в прошлом году закончили, не нашли трудоустроенных мест. Ярмарки вакансий. Они у нас в республике проводятся не для тех, кто стал безработным, а для выпускников наших учебных заведений. Тех, которые учатся. В этом году
глава республики, ректор Федерального университета Евгения Савина провели уникальное мероприятие, в котором мы все принимали участие. Правительство республики, главы муниципальных образований, для того, чтобы 1000 ребят, это политика на самом деле, да, пошли работать в село. Это учителя, это врачи. Небольшая толика, да, там группа людей, которые будут работать в других отраслях, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, но есть там главное и сельское хозяйство. Молодые ребята, которые едут с проектами, организовывать все хозяйственное товарное производство на селе, это большая вещь, которых ждут. Я упомяну разные районы, разные вакансии, но в целом, вот вы, Владимир, спросили, да, насчет баланса трудовых ресурсов, он нарушен, он структурно каждый год меняется. Это задача не просто потому, что мы каждый, да, единолично кому-то помогли трудоустроиться. Это для того, чтобы расположить, скажем, отряды, вакансии таким образом, чтобы молодые люди, закончившие, могли реально, да, сами ориентироваться на рынке труда. У нас очень сложный рынок труда. Он такой моноотраслевой. Мы же республика, в которой мы так живем, более-менее, да, как скажем, в таком кругу, в котором действительно этот рынок должен не просто изучаться, он должен развиваться, совершенствоваться и постоянно двигаться. У нас есть вахтовые методы, правильно, где человек тоже должен работать. Ну, про них уже, собственно говоря, нет времени поговорить, к сожалению, на самом деле. А давайте вот, развитие промышленности ведь находится в тесной взаимосвязи с экологической безопасностью, с нашей общей. Вот пару слов о кодексе природопользования. Как эти направления деятельности, человеческой деятельности, должны коррелироваться друг с другом? Ну вот затронули вот такую тему, которая, эта идея витает в воздухе. Да. Эта идея присуща нашему населению. Вся республика, когда что-то опрашиваешь, все интересуют недра, всех интересует вообще промышленность и мы, местное население. Это тема, которую надо сегодня сварить кашу, да, в которой мы должны получать хорошие пироги в будущем, чтобы наша местная молодежь работала в этой промышленности, чтобы трудовые ресурсы были востребованы. А свод законов, который сегодня есть в Российской Федерации, который вы говорили, кодексом, да, природопользования, он необходим не Якутии, он необходим стране. В стране, которой добывающая промышленность занимает определенное серьезное место в структуре экономики. Он важен для того, чтобы будущее поколение россиян понимали значимость своей территории, своей страны. Он нужен нам. Понятно. Да. Понятно. У нас же есть закон о недрах, закон об охране окружающей среды. У нас есть кодексы лесной, земельный, различного вида. Но вот именно природопользование – это, наверное, фактор развития общества. Буквально 2 слова остается, там секунд 40-45. Вот смотрите, мне нравится выражение Джека Лондона: «Все, кто с севера, с детства научаются понимать тщету слов и безмерную ценность действий». Вот одно первоочередное действие даже, 30 секунд, если вы изберетесь в Госдуму Российской Федерации. Наверное, если не я изберусь, а в целом команда «Единая Россия», да, будет избрана, это первая задача будет защита интересов человека, кто живет на севере. Это главное. Понимать и слышать людей, я думаю, что в этом подвиг каждого из нас. Все, больше времени нет. Это была «Арена событий». Всего вам хорошего. До свидания. Всего доброго.